В этом году, а точнее в этом месяце, исполняется 105 лет так называемому «Большому снегу» 1911 года. И хотя это явление скорее природное, нежели историческое, оно оставило глубочайший след в жизни всего народа. Так, в 1911 году небывалый двухметровый снег пролежал в Абхазии более месяца. Он надолго остался в памяти людей и разделил их жизнь на до и после. Большой снег, или по-абхазски Асду, стал своеобразной точкой времяисчисления. От него люди отсчитывали важные даты и события из их жизни. Символично то, что именно в этом юбилейном для Большого снега году в первые дни января в Абхазии выпал снег, которого давно в наших краях не было. И хоть, конечно, он не достигал рекордных отметок 1911 года, все же сухой и пушистый он пролежал пару дней и, пожалуй, был самым большим за последние десятилетия. Снежный плен, в котором оказалась вся республика в первые дни Нового года, несмотря на перебои с электричеством, все же стал поводом для радости и принес много веселья и детям, и взрослым. Тому свидетельство странички пользователей в социальных сетях интернета, которые в одно мгновение переполнились фотографиями заснеженных городов и деревень, людей, играющих в снежки и лепящих снеговиков. Некоторые из этих снимков смело можно назвать экзотическими. Не экзотика ли видеть наши пальмы и берег моря в толще снега? В эти дни, когда казалось, снег совсем не собирается таять, не могла не возникнуть мысль о большом снеге 1911 года. Однако природное явление, которое произошло 105 лет назад, было совсем иным и по своим масштабам, и по своим последствиям. Одним из тех, кто подробно изучал события тех лет, был ученый Анзор Агумаа. В своем архиве он бережно хранил уникальные фотографии, сделанные в 1911 году в Сухуми городскими фотографами Леонидом Пименидисом и братьями Бабаджанянами. Снег постепенно пошел, в конце декабря, 28 декабря, и продолжался полтора месяца, почти полтора, до 17 до 17 февраля шел снег, шел почти до 2 метров выпадал. Был сильный мороз, и мороз стоял долгое время, и поэтому снег не таял. Обычно у нас снег пойдет, и солнышко, и быстро тает снег. А тут морозы были. Зима 1911 года стала настоящим стихийным бедствием и тяжким испытанием для жителей Абхазии, совсем непривычным к тому, что их дома, улицы, дворы занесены снежными сугробами. Снег стал темой номер 1 всех местных газет того времени. Вот отрывок из одной газетной статьи. Снег с небольшими перерывами продолжает засыпать Сухум 5-й день, преобразив его с южного в северный город. Страдают не только масса бедняков, но и жители со средним достатком, не будучи подготовленными к такой суровой зиме в Сухуме, какой здесь давно не было. Сказать, что люди были не подготовлены к такому снегу, это ничего не сказать. Сразу же возникло множество проблем. Выпавший снег отрезал Абхазию от мира. Было прекращено и морское сообщение, и телеграфное. С прилавков городских магазинов довольно быстро исчезали продукты питания. Но, пожалуй, самым сильным испытанием был страшный и столь непривычный холод. Температура воздуха в Абхазии в то время достигла рекордных 11,8 градусов по Цельсию. Проблемы были еще и с дровами, отапливаться. Не все успели, приобрести должное количество дров и мерзли, в общем, проблемы были сильные. И потом очень много было пострадавших от рухнувших кровли. Были несколько случаев, были, к сожалению, и смертельные случаи. Такие смертельные случаи были в селе Псырска. И потом единичные случаи в селах Тигерда, кто-то замерз. Потом в греческом селе кто-то там, путник какой-то на лошади замерз. Пароходы не ходили, а у нас именно было морское сообщение основное. Никаких пароходов не было,
и бедствие было. Значит, по поводу телеграфные провода были оборваны, то есть не было связи. Телефонные провода все были оборваны. Электричество, все валялось. В общем, люди остались совершенно, значит, в борьбе со стихией, как говорится, один на один. В местной прессе того времени подробно рассуждали о том, почему снег принес столько проблем населению и почему город не был готов к зиме. Газетчиков особо возмущало отсутствие дров для отопления домов. Небывалая дороговизна на дрова, чуть не вдвое дороже осенних цен за отсутствием больших дровяных складов, а потому и запасов дров в городе, окруженном лесами, происходит от нашего неблагоустройства и отсутствия энергичных предпринимателей по этой части, писалось в статье «Сухум под снегом». В газете того времени Сухумском листке объявлений рассказывалось о том, как горожане своими силами очищали кровли домов, чтобы те не обрушились от снега. Не хватало ни рабочих рук, ни даже лопат, но люди, сплотившись перед лицом стихии, сумели так жить более месяца. Из статьи «Сухум, засыпанный снегом». Предоставив плач и стон женщинам и детям, все поголовно мужчины, как взрослые, так и юноши, чтобы очистить снег, принялись за дело и начали себя отгребать и расчищать дорожки друг к другу и делать выходы на улицы, которые представляли собой снежные сугробы, делая по улицам узенькие в поларшина тропинки, стоящие немалых трудов и усилий. Каждый возле своей крыши, значит, убирал снег с крыши. Городская управа, значит, нанимала рабочих. Рабочих платили им, чтобы расчищали дороги, тротуары, значит, улицы для проезда. И потом помогали очень сильно Сухумский пехотный полк, солдаты полка. Они базировались ныне, где сейчас МВПО, санатории, вот там базировались Сухумский 258-й резервный пехотный полк. И вот солдаты и офицеры этого полка помогали расчищать, значит, улицы, приводить в порядок. Тяжелой выдалась зима и холод 1911 года и для южных растений. Подробное описание последствий зимы для субтропических растений оставил председатель Сухумского общества сельского хозяйства, крупнейший ботаник-растениевод Василий Маркович. В своей брошюре он пишет: во время зимы и сейчас после зимы, когда многие деревья стояли поломанные снеговалом, пальмы с отмороженной листвой, плоды апельсинов, обожженные морозом, висели на деревьях как спеченные, австралийские растения, акации и эвкалипты с пожелтевшей листвой представляли печальную картину и производили удручающее впечатление. У многих наших хозяев руки опустились, и они сильно пали духом. Словом, большой снег 1911 года стал настоящим испытанием для Абхазии, но, глядя на фотографии того времени, на заснеженные улицы Сухума, возникает ощущение некой сказки и волшебства. Сейчас все эти снимки скорее выглядят как красочные открытки из легендарного времени. Ну а снег, выпавший в Абхазии в начале этого месяца, люди воспринимали как удивительный подарок к новому 2016 году, видя в этом скорее светлое и хорошее предзнаменование.